Всем привет, дорогие друзья, с вами Назар, канал Добрый Таджик. Сегодня снимаем очередной ролик, но этот ролик сегодня будет, не прямо душевный, но думаю, вам понравится, потому что ролик будет, как я предпочитаю, я буду искать школьников, будем искать школьника и отдаем 10 тысяч. Посмотрим именно староскольский школьник, что потратить на 10 тысяч, что покупать на 10 тысяч рублей. На днях мне писали смс, то, что сообщение пришло, то, что появились в соцсетей, люди обманывают, потому что как будто я у кого-то упрашиваю рекламу заказывать. Пожалуйста, никому не верьте, я добавляю всегда свои профили, свой Инстаграм, и там у меня страничка есть ВКонтакте, где можно обратиться по поводу рекламы. Но я сам никогда никому не пишу, не верьте это людям, потому что как-то обманывать кого-то тоже некрасиво. Пожалуйста, никому не верьте. Пойдем дальше снимать ролик. Ох, ребят сидят. Пойдем узнаем у них. Привет, ребят. Сегодня будет задача у вас такая. Задаем вопросы, если кто-то ответит, кого-то ждет сюрприз, короче. Хорошо? Давайте начинаем первый вопрос. Сколько лет Владимиру Владимировичу Путину? 53. Нет. 59. Нет. 66. Правильно. Следующий вопрос. Столица какого страны является Нью-Йорк? Америка? А ты? Это у нас Канада. А нет, США. А хотя не, она не является. Правильно. Отвечаю, ответил. Что тяжелее? 1 килограмм ваты или 1... О, сразу ответил. Короче, знаешь что? Как тебя зовут? Руслан. Давай, еще раз поздороваемся. Меня зовут Назар. Короче, сегодня тебя ждет очень хороший приз. Знаешь, что это такое? Короче, мы тебе даем 10 тысяч рублей. Потрать на что сам хочешь. Мы только с тобой сходим. Только сегодня ты должен их потратить. 10 тысяч рублей. Именно вот прям сегодня. Вот прямо вот тебе сейчас дают 10 тысяч рублей. Ты должен их потратить. Понял? Вот смотри, вот 10 тысяч рублей. Держи вот это твои деньги. И пойдем, что хочешь, то покупай, честно. Надо сегодня их потратить. Прямо сейчас. Прямо сейчас. А? Можно. Вот. Руслан, я тебе деньги отдал, да вот куда мы сейчас пойдем тратить их в первую очередь. Давайте сначала я что-нибудь маме, там, родителям куплю. Все, тогда погнали, покупаем родителям что-нибудь. Заходим, короче, мамке цветы купим. Здрасте. А можно нам цветы, пожалуйста? Маме купить какой-нибудь нормальный, чтобы она порадовалась. Вот, беленький, желтенький можно взять. Можно Надо лучше такие взять. 3 штуки. По-разному, короче, такое, там красный. Не вот. А можно они у вас побудем, мы оплатим за них, пока что, чтобы они не испортились? 1000 рублей. Держи. Все, позже подойдем. А ты ждал то, что ты получаешь 10 тысяч рублей? Вообще никак не ждала. А скажи, сколько тебе лет? 12. А где ты учишься? В 24-й школе. И как учишься? Хорошо, 2 четверки. 2 четверки? А остальные все тройки? Нет. А куда хочешь поступать потом? Военные причем. Красавчик. Мы, короче, заходим в Пуму, которую он хотел. Идем. Короче, Руслан у нас хочет покупать что-нибудь из Пума. Выбирай, что хочешь, Руслан. Вот он сегодня говорит, пойдемте в Пуму что-нибудь покупать. Я говорю, пошли в Пуму, что хочешь. Что хочешь, выбирай. Я говорю тебе, что хочешь вообще, что тебе нравится, выбирай костюм, что там тебе надо еще. Давайте я что кое-что посоветую с Пума, который я знаю. Иди сюда. Как относишься к этой? Смотри, вот это самый лучший. Вот просто держи, как раз скоро это будет. Так четко. Ну четко, не смотри, размер. Иди померь сразу. Сразу футболочку посмотришь. Давай посмотрим.
Добрый таджик всегда готов помогать всем. Такси? Кому ж по клевке делят? Все нормально? Или большие? Вот это берешь? И футболку? Размер тоже нормально, да. Все отлично? Все, бери их. То, что мы помогаем, думаем, родители это поймут, потому что потом ролик увидят по-любому. Будет интересно смотреть, что их сын потратит 10 тысяч. А может, сейчас он лучше подумал бы, купить продукт домой, цветы маму покупал бы. Чем такого? Вдруг подумает, давай. Правильно? Вот оператор стоит и говорит, да, правильно. Я не знаю. Вы тоже берешь? Да. Смотри сам. Гарант. И вам спасибо. Ну ты же доволен, то, что покупал? Да, ну все, самое главное. Скажи, еще что-нибудь, может, спортом занимаешься? Да, занимаюсь да. Это смешанное единоборство, бокс, кикбоксинг, смешанный с борьбой. Ага. А сколько занимаешься уже? 1,5 года. А есть этот достижение? Да. На области первое место. И среди Волгоградской области первое место занял. Сейчас пойдем покупать носочки. И вдруг что-нибудь еще для сестры купит Руслан. Ну, что-нибудь пообщаться о жизни. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, можно тебя обнять. Правильно, побольше добрых дел. Спасибо. Наши в Старом Осколе люди злые очень, я сама приезжая. Хорошо, спасибо. Белый, вот тут носочки вроде. А, иди смотри там. Че, Руслан, то, что покупал, что купил в общем? Скажи, вот еще в последнем ролике, скажи, что у тебя есть там. Купил костюм, футболку, носочки и букет мани. Сколько у тебя денег осталось? 1200. Ну, обещай то, что 1200 ты будешь потратить на там что-нибудь нормальное. Ты не будешь только потом какие-то сигареты или там алкоголь. Я думаю, ты спортсмен, ты не будешь его покупать. И такое еще, друзья, если вам ролик понравился, нажмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Друзья, на что вы потратили бы 10 тысяч рублей? Пишите свое мнение в комментарии, подписывайтесь. С вами был Назар, я Назар, это Руслан. Всем пока. Дорогие друзья, сами видели, вот на что потратил 10 тысяч рублей Руслан. По моему мнению, если он пошел бы в рынок, что-нибудь побольше взял бы, это намного лучше стало. Но это деньги были уже Руслана, он сам решил так сделать, и он сделал. Еще кое-что хочу сказать, то что, ребят, у меня проходит розыгрыш, я запустил свой розыгрыш в Телеграме. Поставлю ссылку в описании, то что переходите, подписывайтесь. И мы скоро начнем розыгрыш, который ежедневно будем дарить радость людям. Еще раз напоминаю то, что, пожалуйста, никому не верьте. То, что по поводу рекламы, если кто-то вам пишет, не верьте, пожалуйста. Если мне надо реклама, кому-то... У меня есть свой Инстаграм, сайт, который стоит ВКонтакте, который стоял в описании. Напишите туда. Я никому никогда никакой рекламы не просил. Потому что есть люди, которые обманывают, и это некрасиво. Еще кое-что хочу отметить, то что вот я запустил 2 дня назад стрим, и в течение часа я набрал 10 тысяч рублей. На что я потратил деньги? Мой сбор, то что касалось одну семью из Тулы, которые должны на продукты идти, это деньги. В итоге я скинул им 5 тысяч, и плюс еще остальные деньги я отправил одному человеку, который у него вчера умер папа, и сегодня я отправил ему деньги, чтобы он улетел в Таджикистан. Этот человек целый день сидел в трансляции, и там с ним на земляки, таджики общались. И никакой таджик, говорят, помоги, помоги. Вот этот человек сказал, помогите, помогите мне. В итоге они говорят, у нас нету денег, иди в мечеть
проси, они тебе помогут. Такие слова не говорили, потому что, ну, там мне информацию передали, если честно, я сам не видел. Ну, мне так передали, так и говорю. В итоге как-то вижу, молодой человек, как бы намного старше меня, плакает, как бы каждый из нас, если отцу потерять, это, как вы сами знаете, очень тяжело без отца жить. Как бы человек потерял свой отец, и поэтому ему понадобилось то, что он приехал 10 дней назад из Таджикистана, чтобы на заработок, и в итоге у него папа умер. Он на все эти деньги отправил младшего брата и сам остался. Он плакал, то, что просил помощь, и никто не помог. И я ему билет купил, отправил деньги, чтобы он билет купил, и улетел в Таджикистан на похороны своего папу. И думаю, то, что деньги, которые я собрал, я потратил их на полезные деньги, ну, делал добро. Если вам нравятся такие стримы, я готов каждую неделю сделать такой стрим, чтобы собрать деньги какие-то и помогать кому-то. Если каждый из нас хоть какие-то добрые дела сделает, мы будем прекрасно жить. Мне нравится делать добро, я поэтому начал вот такой канал создавать и сделал такие добрые дела, потому что добро мы каждый умеем делать. Но почему еще говорят, не снимай на камеру? Почему, ребят? Всякие, то, что некрасиво снимаются, показываются, а добро не должно сниматься. Почему? Наоборот, давайте снимаем добрые дела на камеру, чтобы люди видели, наша молодежь, мои ровесники, все видели, чтобы мы творим добрые дела, и они тоже шли к этому. Еще раз скажу одного, как бы уже много разговаривал, простите меня, пожалуйста, но я скажу по факту, потому что недавно сидел в одном месте, подошел ко мне мужик, поздоровался, сказал спасибо тебе большое за то, что я смотрю твои ролики. Я недавно помог одну женщину, у нее там 2 детей, они бедные, без продуктов жили. Я покупал на 2000 рублей продукт, я отнес, отдал. И он мне руку пожал, сказал спасибо большое тебе, то, что вот я смотрел твои ролики, и я вот сделал себе вывод, то, что я тоже должен помочь. И желаю то, что каждый из наших человек, который смотрит мой ролик, чтобы вы тоже творили добро, несмотря на мои добрые дела, вы тоже творите добрые дела, потому что я хочу, чтобы мир стал прекрасным, и чтобы все мы жили дружно и мирно. Всем спасибо большое. Если вам ролик понравился, нажмите на лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И постараюсь каждую неделю, как бы, я тоже коплю деньги и снимаю ролик, чтобы пример для других. Как у меня будет возможность, я так снимаю, потому что я постараюсь каждую неделю это сделать, но это по возможности. Как появляется возможность, я этого сделаю. Так что с вами был я, Назар. Будьте добры, хотя бы какие-то добрые дела делайте. Всем пока.